этноним народа поволжского, чуваши, довольно загадочен. Для самого народа он практически ничего не значит. То есть никак не переводится. Более того, может быть, даже созвучен таким уничтожительным каким-то словам. Как такое могло произойти? Такого обычно не бывает. Чувствуется, что этот этноним был каким-то образом искусственно принят либо навязан народу. Вот. В то же время сам народ помнит, что их звали сувары-болгары. Есть многочисленные этнографические исследования, и старики об этом многократно уже ранее говорили, и это все зафиксировано документально, исторически, этнографически. Так вот, в чем же дело? Когда начинаешь изучать историю монголо-татарского нашествия, то, в принципе, вот как раз эта ситуация и объясняется. Дело в том, что монголы при захвате какой-то территории, они безжалостно уничтожали то население, которое оказывалось сопротивлением. То есть достаточно было ранить, убить одного найона, монгольского тысячника, чтобы город был полностью уничтожен, с несколько десятков тысяч людей вместе с людьми сравнен с землей, и вообще, то есть, чтобы следа от него не осталось. А что делать тогда в той ситуации, когда государство, народ уничтожил 4 огромных армии монголов, 4 нашествия предотвратил? Вот именно такая ситуация сложилась и с булгарами, и с уварами. Первое нашествие – это в 1223 году. После битвы на Калке успешной монгольская армия, насчитывавшая, по моим подсчетам, около 80 тысяч, разгромила 110-тысячную русско-половецкую армию. После этого они практически дошли до Киева. Взяли Святополч, город в 50 километрах от Киева, а потом просто отошли. Отошли, никто не знает куда в русских летописях, но арабские источники там сообщают, что они пошли на булгар. Вот. И в районе Луганска эта армия потерпела поражение крупное от булгар, то есть была полностью разгромлена, спаслось фактически сначала 4 тысячи, видимо, умерла от ран, потом 3 тысячи монголов дошло до Ирана. Но это даже 3000, это были все военачальники, которые никогда в бой не вступали, и их окружение, то есть войско рыцарей. Все это войско рыцарей 3000-е заново завоевали все иранские города и вернулись к Чингисхану. Так вот, в тот самый момент было еще одно вторжение. В районе Урал-реки Джучи стал наступать. И эта армия тоже была разгромлена. О чем монгольские источники вообще не хотят нигде, стараются не упоминать, это можно вычислить лишь по косвенным данным. Следующее вторжение началось уже в 1226 году, то есть ровно 790 лет назад. В этом году юбилей. Тоже сообщения об этом мы у монголов не найдем нигде. Но в одном из арабских источников об этом упомянуто. Так при этом монгольские источники, они специально запутывают след. Они говорят, что Джучи не хотел, он был миролюбивый, он не хотел нападать на булгар. Он противился воле отца, за что его отец отравил даже. То есть сочиняются небылицы, некие легенды. Потом он заболел и умер вообще. Вот. Когда начинаешь эту ситуацию разбирать более подробно, сразу начинают вылезать нестыковки исторические. Так вот, получается, что все-таки Джучи в 1223 году тоже наступал, но был разгромлен. Дальше, в 1226 году опять же Джучи собрал 30-тысячную армию. Притом в армии участвовали Куктай, уже участвовавший в битве на Калке до этого, и Сундан Найон, один из старейших найонов монголов. Вся эта армия вторглась в районе Башкирии, и башкиры, возможно, их даже пропустили в какой-то момент, но потом войска сомкнулись, эта армия была полностью уничтожена. Что интересно, во всех этих битвах всегда видна рука Папы Римского. То есть тут же 17 января 1226 года выходит послание Папы Гонория III, что он пишет, что давайте, принимайте христианство всем народам, Руси и так далее, иначе вас ждет жестокая кара.
Такая же ситуация была в 1223 году, такая же ситуация была в 1232-1236 году. И далее, позднее, мы видим, знаем документы о том, где монголы напрямую переписываются с папами римскими, общаются и говорят, что вот сейчас мы выступаем, с вашей стороны вы тоже выступаете такой даты. То есть все наступления крестоносцев и этих были скоординированы. Поэтому монголы, когда захватили Европу, они дошли ровно до папских владений, прошли вдоль их границ и потом вернулись обратно. То есть они выполнили договор с Папой Римским о разделе мира. Так вот, далее, следующее наступление было в 1231-32 году. Это было очень крупное наступление под руководством лучшего военачальника Чингисхана Джебе. Это был его, он считался личным врагом Чингисхана и личным его военачальником, который подчинялся Субэдэ и все остальные нукеры. Так вот, эмиры. Вот эта армия вторглась уже через Кавказ. И, судя по перечислению наёнов, участвующих в этой армии, армия могла достигать около 150 тысяч. Ну, приблизительно, пока скажем так. Армия продвинулась до территории Пензенской области, район нынешнего города Вадинска, или Керенска, как его раньше звали. Вот. Булгары писали письмо Владимирскому князю Юрию Всеволодовичу о помощи, но Юрий Всеволодович отказал. Собственно говоря, как он, в принципе, до этого точно так же отказал и киевским князьям, которые сражались на Калке. Более того, булгары уже знали о угрозе такого наступления, и поэтому сосредоточили, видимо, там войска соответствующие, и они заключили с Юрием Всеволодовичем договор о мире, обменялись военнопленными. Русь тогда страдала, земля Залесская точнее, от голода. Они спасли от голода в очередной раз эту землю. Они подарили самый лучший, самый красивый храм Древней Руси, это Георгиев собор в Юрьев-Польском. Они вымостили плиткой поливной полы Успенского собора в Суздале в подарок тоже. Вот. Но нападения Юрия Всеволодовича продолжались, подлинные нападения, с тыла, они жгли мордовские деревни. То есть все равно нападали на булгарские границы. Несмотря на, опять-таки, было письмо очередное Папы Римского с угрозами. Вот, примите наконец-то наших легатов. Но булгары справились с этой ситуацией, уничтожили и эту монголо-татарскую армию. И, видимо, сам Джебе в этот момент был смертельно ранен и умер. Умер опять где-то в районе Луганской области. Я даже предполагаю, что там был поставлен ему мавзолей поминальный. Но в этой битве погиб и глава, эмир всего булгарского государства Харис ад-Дин, чей меч и найден в той области. Вот. И этот меч оказался трофеем Джебе, но и оказался в его поминальном комплексе. Но и сам Джебе тоже погиб, видимо, спустя некоторое время, когда булгары разгромили эту армию. Вот. Ну, а следующее нашествие всем известно 1236 года. Вот представьте, 4 грандиозных наступления монгол-татар булгары остановили, булгар-сувары. Почему я называю, кстати, монгол-татар? Потому что верховье Иртыша, Барабинские степи – это родина так называемых диких татар. Собственно говоря, это нынешние российские татары. И вот именно оттуда Джучи и набирал эту армию, которую двигал в походы в 1226 году, а потом уже и позже. Об этом и говорят источники, что монголы, убедившись в храбрости татар, стали брать и гнать их в арьергарде своего войска. Так вот, после этого монголы уже захватили Европу. Булгары восстали, опять перебили здесь монголов. Они вынуждены были вернуться, подавить здесь еще раз восстание. После этого еще 4 вспыхивали восстания булгар. И к 1275 году только сумели подавить окончательно эти восстания уже при помощи русских. Даниил Черемный, ярославский князь, помог вырезать булгар, за что темник Мамай подарил 30 булгарских городов русским. Вот в этой ситуации что оставалось делать народу? То есть его ждал, конечно, геноцид.
Геноцид такой, что если бы ты в то время назывался суваром или булгаром, тебе просто бы отрезали голову. Или не с той, так с этой стороны. Выжили те, кто бежал в леса. А те, кто бежал в леса, вынуждены были сменить этноним, называться чуваш. Чуваш по-тюркски мирный означает. Вот. При этом известно 5 народов, тоже с этнонимом чуваш. Это чуть-чуваши зовомые, бесармяне чуваши, род казахов чуваши, даргинцы чуваши. Вот. То есть это некий такой приставной этноним, который эпохально просто приклеился в связи с этими известными событиями монгольско-татарского нашествия.